Перевод и озвучка группы Дизимания. Озвучен релиз группой CS Дизи специально для сайта dizimania.ru. Роли озвучивали Артем Борисов и Анастасия Гайдаржи. Никто не знает. Если не подашь на Али заявление, то я прямо сейчас скажу ему, что его сына застрелил твой отец. Заяви на него, и пусть остается в тюрьме до нашей свадьбы. Иначе он не будет спокойно сидеть. После заберешь свое заявление обратно. И он выйдет на свободу. Госпожа, я вас спрашиваю, этот человек насильно похитил вас? Да. Сарп. Сынок, жалко учителя. Клянусь. Очень жаль его. Человека, похожего на гору, взяли и свернули, видат. Гору, на которую он прислонился, никто не сможет разрушить, пилот. За его спиной есть господин Курт. Не беспокойся, через пару дней его отпустят. Сынок, что будет, даже если отпустят? Пожар внутри мужчины, видат. Если все воды этого мира придут, их все равно не хватит, чтобы потушить этот пожар. Из рук мужчины забрали любимую. Смотри, если бы я был на месте учителя, то сначала наступил бы и раздавил на эту букашку по имени Уйгар, и после выстрелил бы себе в голову. Но, конечно, учитель верующий человек, не такой, как мы. Он, наверное, боится греха. Но ты сейчас обижаешь, брат. Разве мы не верующие? Не говори так, сынок. Но у каждой горы есть свои снега и морозы, видат.
Разве наша вера и вера учителя сравнимы? Мы по горло погрязли в грехах. Не оставляй нас без своих молитв, учитель Али. Повторно желаю быстрого освобождения. Да спасет тебя Господь. Благодарю. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Здравствуй, учитель. Мое имя Хаяти Варкан. Здесь меня называют Балатлы. А я Али. Али Хироглу. Учителя не часто сюда приходят. Почему ты оказался здесь? Какая свободна? Сначала ответь на мой вопрос, учитель. Из-за одного недоразумения. Я совершил неправильный поступок по отношению не к тому человеку. Всегда так происходит. Человек должен знать, к кому и каким образом относиться. Ладно, здесь у нас много времени. Научим тебя правильному. Ты остался на ногах. Проходи сюда. Сынок, чего стоишь? Налей чай учителю. Нет необходимости. Если будет что-то нужно, я сам возьму. У меня есть руки и ноги, слава богу. Налей чай, сынок. Значит, все еще прячет в том же месте. Сестра? Синан, Что ты здесь делаешь, сестра? что ты здесь делаешь? Я хочу спросить тоже, сестра. Раз ты не любишь учителя Али, что ты здесь делаешь? Синан, я нахожу умиротворение здесь. Прошу, пойми меня. Раз ты счастлива здесь, почему тогда вышла замуж за Уйгара? Почему? Синан, прошу, не задавай вопросов. Прошу. Пилот, у тебя гости. Здравствуйте. Как ты? В порядке. В порядке. А ты здесь? Я беспокоилась о тебе. Встала и пришла. И если у тебя нет дел, немного погуляем. Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Смотри. Наш воздух всегда чист. Но не очень хорошо, что ты пришла. Пилот,
Я знаю, что здесь происходит. Тебе не нужно что-то скрывать от меня. И, по-моему, ты не делаешь ничего неправильного. У меня с Дойгу назначена встреча. И я поеду на район. Если хочешь, поговорим по пути. Можно. Мама, мы с господином пилотом стали друзьями. То есть как друзьями? Ну, такими друзьями, как ты и поняла. То есть я приняла решение дать им один шанс. Ты серьезно? Да? Дуйгу. Я очень рада. То есть ты наконец смогла отличить правильное от ошибки. Тогда мы сейчас же устроим вашу помолвку. Мама, какая помолвка? Пока ничего конкретного нет. Дочка, господин пилот очень любит тебя, и ты повернулась к нему лицом. Что я всегда говорю? В хороших делах нужно торопиться. Брат, мы можем кое о чем поговорить? Конечно, Синан, проходи, присаживайся. Выпьешь чай? Нет, брат, спасибо. Да, Синан? Моя сестра очень несчастна, брат. Ты ведь понимаешь это? Это стресс свадьбы, Синан. Нет, здесь есть что-то другое, но ты не видишь, брат. Или не хочешь видеть. Что ты хочешь сказать, Синан? Где моя сестра, по-твоему, брат? Не знаю, наверное, на верхнем этаже. Нет, она в доме учителя Али. Если бы ты действительно любил мою сестру, ты понял бы, почему она несчастна, брат. Это дело так не пойдет, сэр. Они совсем скоро узнают, что происходит. Что поймут, Уйгар? Если дело в страданиях Севды, то девушка ходит по дому словно труп. Это невозможно не понять. Но я не понимаю другое. Если эта женщина так любит Али, то как ты смог заставить ее выйти замуж за себя? Пока Али будет жить, ее глаза не будут видеть никого другого, это правда. Но никто не сможет долго оставаться преданным тому, кто находится под землей. Что ты будешь делать? Вы забрали обратно заявление на Али. Так было нужно, Сарп. Мне необходимо было заполучить доверие Севды, иначе она бы создала проблемы. Но если Али будет убит в тюрьме, то Севда больше не будет подозревать меня. Уйгар, Али завтра выходит. Ну и хорошо. Значит, у нас есть одна ночь. За одну ночь у нас будет один труп. Ты хорошенько разузнай, кто есть в камере. А я пока подумаю, что мы можем сделать.
Это из-за того, что ночью снова началась гроза? Я испугалась, пришла сюда. Я уснула и не проснулась. Али, я хочу расстаться. Сынок, ты уже 2 часа не можешь дать чашку чая. Брат, я только сейчас заварил, ждал, пока заварится. Прошу, брат. Да у тебя и руки не держат. Нахрен чай, который ты готовишь? Нормально выполняй свою работу. Прошу прощения, брат, я сейчас же уберу. Учитель, может, дадим это дело тебе? У него руки и ноги не держат. Он и так больной. Ты же говорил, что руки и ноги у тебя работают. Вот и прошу. Учитель, читай молитвы на здоровье. Мы всегда за. Но за исключением этого ты будешь делать то, что я скажу. У этого места тоже есть свой режим, график и правила. Брат. Он, похоже, отправился к Господу. Из уст не выходит ни единого слова. Мы превращали и не таких молчунов в соловьев, сынок. И его язык распутаем за пару дней. Мне очень интересно, кто ты. Мне интересна твоя жизнь. И что же тебе в ней интересно? Я просто ровный человек. Каким ты меня видишь, таким я и являюсь. Ни больше, ни меньше. Ты очень загадочный. То есть, где твоя семья, чем занимается? Есть ли у тебя братья или сестры? У меня было 2 семьи. Не поняла? Что значит, у меня было 2 семьи? Что может значить? Одна родная, другая приемная. Я помню лишь ту, что была приемной. Эрнико был моим отцом. Он был убит. И Видат мой брат. А твоя родная семья? Честно говоря, не могу вспомнить. Не может быть большего наказания, чем не помнить лица членов своей семьи, знаешь? Ты совсем не помнишь? Порой я пытаюсь вспомнить брата. Я прилагаю усилия, чтобы соединить все части воедино. Но не получается. Я никак не могу соединить картину воедино. Как и все, и это остается нецелым. Может, твой брат и твоя семья тоже ищут тебя? Мои мама и папа погибли. По крайней мере, я так знаю. И мой брат, если и жив, и не забыл своего брата, наверное, ищет меня. Я не знаю. Не знаю. Севда. Севда, не уходи. Мой брат. Мой сын. Все ушли. Не уходи. Севда.
Прошу, учитель. Выпей, пока горячий. Благодарю, я не хочу. Надзиратель! Что случилось, учитель Али? Мне нужно умыться. Пусть Господь примет. Моя Севда, сегодня я снова очень расстроил тебя. Знаю, ты хочешь услышать от меня то, что я люблю тебя. И ты права, но я не могу. Я не могу впутать тебя в свою тьму. Если однажды поверю в эту сказку, то отдам эту тетрадь тебе в нашу брачную ночь. Моя Севда, если не будет тебя, я не представляю, что я буду делать. Все мои дороги ведут к тебе. Но я боюсь идти. Я не могу выбраться из кладбища, что внутри меня. Протяни руку и помоги мне. Господи, дай мне терпение. Вот. Эрника забрал меня с улицы, вырастил, приучил к оружию. То есть, как ты поняла, я родился и вырос с оружием. Вот так я и пришел к этим дням. Знаешь, по-моему, оружие очень идет тебе. Ты правда так считаешь? Да? Я могу здесь выйти, мне нужно заскочить в магазин. Конечно, конечно. Благодарю. Иди. Сынок, снова вы? Вы не поумнеете, пока не умрете, а? Ты у нас на прицеле, шагай, говорю. Теперь я полностью уверен. Я не могу жить без тебя всегда. Я обижаюсь, уменьшаюсь, разрушаюсь. Я не могу без тебя держать вместе те вещи, которые делают меня собой. Находясь так близко к тебе, быть настолько далеко от тебя. Если я буду эгоистом и скажу, что люблю тебя, если бы я смог поверить в то, что мы сможем быть счастливы вместе. Если бы смог. Сынок, иди сюда. Слушаю, брат. Почему ты делаешь то, что вздумается? Ты посчитал себя владельцем магазина, если мы дали тебе ключи? Прости, брат, я всего лишь хотел дать учителю чай. Заткнись, сукин сын! Брат, не матерись на мою мать. Что будет, если буду ты, сукин сын? Ну, что будет? Давай, Амрах. Иди. Вставай. Проходи сюда. Учитель, оставь его. Мое дело с ним еще не закончено. Проходи сюда.
Если еще раз ты притронешься к этому парню, я приведу тебя в нерабочее состояние. Что ты говоришь, учитель? А? Что ты говоришь? Совершай свои молитвы и делай добро. Если ты верующий человек, то занимайся верой. Не вмешивайся в дела, которые тебя не касаются. Вас неправильно научили вере. Тот, что молчит перед несправедливостью, дьявол без веры. Учитель, будь умным. Это не мечеть. Оставь свои слова для мечети. И не делай себя жертвой ради этого мальчишки, впутывая нас в грех. Иди по своей дороге. Честно, я сказал все, что хотел, Балатлы. Если отныне ты притронешься к этому парню, ты ответишь за это. Если хочешь понять лучше, ты никому не будешь причинять боль в месте, где нахожусь я. Потому что Господь не любит безжалостных. Ты ищешь беду на свою голову, учитель. Я хозяин этого места. Ты сейчас поймешь это. Этой ночью ты не здесь. В этом доме сейчас все места необитаемы. Жизнь без тебя бьет меня из стороны в сторону. Я уже сейчас соскучился по комнатам, в которых звучал твой голос. Это так не пойдет. Я больше не могу сопротивляться. Я преклоняюсь перед своей любовью. Хюдаверди? Сестра Севда? Ты больше не моя сестра. Что ты делаешь в доме моего учителя? Учитель Али очень полюбил тебя. Ты отправила его в тюрьму. И потом пошла и вышла замуж за другого. Почему ты здесь? Этот дом больше не хочет тебя. И я не хочу. Я забрала заявление обратно. Али завтра будет выпущен на свободу. Но мой учитель продолжит тебя любить. Как он избавится от любви к тебе? Мой учитель, когда потерял брата, и когда потерял сына, умер. И когда потерял тебя, умер. За что ты сделала это с ним? Он очень полюбил тебя. Время расплаты, пилот. Ты застрелил брата Альпера. Ты думал, что не будет расплаты? Сынок, хотя бы раз удиви меня. Итак, все, кто заслуживал смерти, но я оставил в живых, заставили меня сожалеть. Это место станет твоей могилой. Перестань болтать. Пилот. Пилот. Ты в порядке? В порядке, а ты?
В порядке. Постой. Пошли, пошли. Давай. Это она посадила учителя Али за решетку. Жалко, жалко. Чего ты хотела от учителя? Еще и свадьбу с человеком устроила. Дочка, в тебе совсем нет человечности. Знаешь, сколько человек здесь нуждается в учителе Али? Из-за тебя сироты вновь стали сиротами. Одному Богу известно, сколько семей ты оставила сиротами. Разве можно так поступать с человеком? У тебя нет совести. Не можешь улыбаться, дочка, не можешь. Не можешь, заставив плакать несчастных, улыбаться. Хорошо, раздавите. Пусть потеряет свою заносчивость, пусть поумнеет. Проповедей ты не хочешь, но ты сильно нуждаешься в наставлении. Отныне ты не будешь собой. Не будешь запугивать незнакомых людей. Встань на ноги. И вы вставайте и проходите на свои места. Что здесь происходит? Мы слушали проповедь учителя. Они почему на земле лежат? Что со столом? Его манера проповеди немного необычная. Он объяснил на практике, что стол оказался негодным. Стоимость стола на тебя напишу, Балатлы. Напиши, напиши. Учитель, знай, что проповедь на этом не закончилась. Я всегда открыт для тебя, Балатлы. Можешь прийти в любое время. Буду ждать. Ты в порядке? Все хорошо? В порядке, учитель, спасибо. Сюда, Верди. Надеюсь, есть хорошие новости. Учитель Али вышел? Нет, дядя Инан, еще не вышел. Завтра выйдет. Я поэтому убираюсь. Хорошо, легкой работы. Я завтра зайду. Спасибо, дядя Инан. Я оставила письмо учителя Али. Ты должен узнать, что случилось с этим письмом. Хорошо, сестра Дуйгу, я найду письмо и приду. Если бы ты не успела, они бы меня прикончили. Как такой человек, как ты, ходит без оружия, пилот? Я обещал Дуйгу. По крайней мере, рядом с ней. Как она может просить тебя о таком? Когда за каждым углом есть кто-то желающий тебя застрелить, как она может просить о таком? Не знаю.
Она ведь аптекарь. Не может представить будущего с таким, как я. С таким, какой я есть. Она хочет сделать меня таким, каким сможет принять. Но ты не сможешь стать. Ты такой, ты не сможешь измениться. И если даже ты захочешь измениться, этого не допустят. Просить тебя оставить оружие — то же самое, что просить умереть. Тогда даже если и умрем, ради Дуйгу сделаем, ничего не поделаешь. Я отвезу тебя домой. Я заставил Дуйгу долго ждать. Если хочешь, можешь здесь остановиться, я пойду пешком. Ну что ты? Разве так можно? Я отвезу. Место учителя Али открыто. Посмотрю, вышел ли он. Хюдаверди, где учитель? Учитель Али еще не вышел, брат. Он выйдет завтра. Я решил, что он вышел из-за того, что дверь была открыта. Решил зайти проведать. Ладно, мы завтра приедем, проведаем. Давай. А это что? Письмо от Изги? Нет, брат-пилот, от сестры Дуйгу. Дуйгу? При чем тут Дуйгу? Сестра Дуйгу когда-то написала это письмо и оставила здесь. Попросила меня найти. Но я не смог тогда найти. Сейчас при уборке нашел за шкафом. Мне нужно продолжить уборку. Ты отнесешь это сестре Дуйгу, брат-пилот? Давай. Али, я не могу больше скрывать свои чувства к тебе. Я люблю с того момента, как увидела в районе в утро праздничного дня. Что это такое? Что это, приятель? Ты не знал? Дуйгу, учителя Али. Ты ведь идешь на свадьбу? Не думаю. У меня дела. Не идешь из-за Севды или учителя Али? Откуда это взялось? Не знаю. Кажется, что ты не хочешь идти. Моя Севда, я снова не смог тебе сказать. Что-то внутри останавливает меня. Когда бы я не хотел кричать, что люблю тебя, кажется, будто я потеряю тебя. Если скажу, что люблю, открою секрет, будто проиграю. Я боюсь, что снова окутает тьма. Хожу рядом с тобой без тебя. Севда, если бы ты знала, как сильно я люблю тебя. Если бы ты только знала. Учитель, я расспросил о тебе друзей снаружи. Тебя арестовали, потому что ты похитил девушку со свадьбы. Что ты за учитель такой? Твои друзья снаружи не до конца разузнали.
Скажи им, чтобы еще раз узнали. Может, тогда узнаешь, что я не учитель. Дуйгу, что ты скрываешь от меня? Ничего. Как ничего? Ты сказала, что не придешь на свадьбу, но пришла, а потом уходила. Не ушла. Ты от задумчивости даже машину не увидела. Что происходит, Дуйгу? Ты можешь рассказать? Все хорошо, почему ты давишь на меня? Где ты запропастился? Я принес тебе письмо. Пилот. Я... Ты? Ты что? Дуйгу, госпожа? Госпожа Дуйгу. Что ты? Если совершишь ошибку, если соврешь мне, которая говорила, что ты... Рассказывай. Пилот, послушай, это письмо в прошлом. Насколько в прошлом? А? В чем была причина твоего нежелания идти на свадьбу учителя Али? Расскажи мне. Что ты, что? Пилот. Нужно было быть честным, как ты ждала от меня. Как ты и сказала. От людей можно ожидать всего, да? А? Еще как там было? Сначала все ангелы, а приблизившись, превращаетесь в дьявола. Да? Пилот. Ты любила другого и водила меня за собой, Дуйгу. Когда у тебя в сердце был другой, ты обнимала меня. Использовала меня как повязку для раны. Повязка для раны. Я пригласил тебя на свадьбу человека, которого ты любишь. Разве так можно поступать со мной? Можно поступать с таким человеком, как я.
Тукче? Что такое? Ты... Пилот? Ты что здесь делаешь? Пришел искать Севду. Она у тебя дома? Нет, не у меня. Может, снова пошла к Али? Нет, я смотрел, ее там нет. Послушай, Уйгар, видно, у вас с Севдой проблемы. И Севда не рассказывает. Может, ты расскажешь. Будет лучше, если ты не будешь знать, Тукче. Но если спросишь, то тебе совсем не нужна информация, которая сделает твоей бедой, поверь мне. Когда ты влюбилась в пилота, а? Какая любовь? Кто влюблен? Давай, давай, не нужно скрывать. Как ты помогла мне с Севдой, так же я помогу тебе с пилотом. Мне помощь не нужна. Неужели? Но насколько я слышал в последний раз, пилот любит девушку-аптекаря. Это дело закончилось. Пилот недавно прочитал любовное письмо Дуйгу, написанное Али. Они расстались. Дуйгу влюблена в Али? Именно так. Алло, Сарп. Немедленно приезжай домой. Я не знаю, что буду делать без тебя. Все мои пути ведут к тебе. Но я боюсь шагать. Я не могу выйти из могилы души. Протяни руку и помоги мне. Господи, не оставляй меня своему бедствию. Заставь молчать этот шум в сердце. Закопай эту любовь во мне. Ты всемогущий. Учитель, прочитал бы уже и последнюю молитву. Никто не сможет удержать в этом мире того, чья смерть пришла. Половину узнал. Верно. Человека к смерти ведет судьба. Но и вторую половину ни за что не забывай. Человека от смерти оберегает тоже судьба. Я нашел недостающую деталь, ведущую Али в могилу. Ты что сделал? Смог кого подговорить? Я нашел одного, но еще не подговорил. А если не сможет, что будет, Уйгар? А если он будет вынужден сказать, что мы его наняли? Я как раз-таки ответ на этот вопрос и нашел сегодня, Сарп. Ты вовсе не волнуйся. Али завтра ночью будет спать в своей могиле. Я тебе сказал, что это дело не выйдет, пилот. Ты поверил в пустые мечты. Твои глаза ничего не видели, брат. Еще и так, не узная совсем, можно так внезапно влюбиться. Можно, блин. Можно. И разве не всегда так происходит? Откуда я знаю? У меня с этим дел нет. И у меня не было дел, видать. Как хорошо мы утешали свою страсть отношениями на день. Но в ту ночь
Когда мы пришли к мечети, чтобы спросить об учителе Али, минутку. Еще в ту ночь? А я ничего не заметил. Блин. Есть же тот миг, когда я ее впервые увидел. Все внезапно случилось. Я сказал: «Пилот, вот и краткое описание твоей жизни. Ты пришел в этот мир, чтобы любить эту девушку. Так и дал дорогу всем мечтам. Если дорога, ведущая к ней, ад, я пойду», — сказал я себе. Но я ради ее любви из смерти сделаю пулю, следую под дуло. Она, оказывается, любила другого. Оказывается, я для нее никто, видат. Оказывается, мы запускали воздушных змей на разных небесах. Это ты взлетел не на то небо, брат. Я почему ни в кого не смог влюбиться, знаешь? Все пули из груди Эрника все еще стоят здесь. До единой. К нам не придет, брат. Мы либо умрем, либо убьем. Да и не отомстив за нашего отца, какая может быть любовь? Не говори так. Не говори. Даже смерть прекрасна, если у тебя есть мечта, ради которой хочешь умереть. Мы и умереть-то не можем, черт побери. Даже земля нас не принимает, мать ее. А знаешь, что хуже всего, видат? Если мы умрем, никто и имени нашего помнить не будет. Я такую жизнь видел на одном месте. Ты так говоришь от горечи любви. У тебя голова не на месте сейчас. Со временем пройдет. Я столько не проживу, видат. Все мечты она пулей всадила мне в грудь. Гниет. Душа моя гниет. Некоторые вещи воспитываются, когда загнивают, брат. Ты не на том дереве, не тот фрукт растил. Оставь, пусть гниет. Отныне и камень, и земля моего пути мой. Теперь и без мечты научимся как-нибудь жить. Научимся. Хюдаверди. Сестра Дайго. Хюдаверди. Знаешь, как пилот нашел то письмо? Я отдал сестра Дайго. Ты же теряла письмо? Я нашел за шкафом. Отдал брату пилота, чтобы он принес тебе. Что, не принес? Ты в порядке, сестра Дайго? Мне очень плохо, Хюдаверди. Но, сестра Дайго, ты фармацевт. Все лекарства у тебя. Как мне тебя вылечить, если тебе будет плохо? Нашел. Мне отвезти тебя в больницу? Нет, нет. Это не такое. И мне очень плохо, сестра Дайго. Я целый день искал Эзги, но не нашел. Почему так происходит? Хоть один раз, если двое людей
полюбят друг друга и будут счастливы. Нельзя? Я связался с тюремщиком. Я рассказал план до малейшей детали. Убьет он Али или нет, я хорошенько научил его тому, кто ему дал приказ. Прекрасно. Прекрасно, Сарп. А Севда через пару месяцев забудет об Али. Что поделать? Даже воспоминания тех, кто умер, умирают со временем. Как ты и сказала, от человека можно ожидать все, не так ли? А что еще было? Сначала все ангелы, а когда сближаешься, становитесь дьяволами. Извините. Легкой работы. Вы дали не то лекарство. Я? Да. Это невозможно. Это лекарство, а это назначение. Я прошу прощения. Вы ведь не выпили? Нет, слава богу, в последний момент заметили. Слава богу. Извините, я не поняла, как совершила такую ошибку. Ладно, будет и другая работа, но в конце концов вы фармацевт. Вы правы. Прошу. Хорошего дня. Ах, пилот. Почему ты не отвечаешь на мои звонки, Синан? Синан, скажи же. Дай смотри, папа разрешил нам видеться. Если я еще раз увижу тебя рядом со своей дочерью, не только ты, вся твоя семья будет в ответе. Зейнеп. Может, мы не будем больше видеться? Что? Что значит не будем видеться? Зачем тогда столько времени ходил за мной? Конечно. Это нормально, да? Всегда так и бывает. Все прекрасно издали. Зейнеп. Все не так, Зейнеп. Ты становишься прекрасней сблизи. Тогда в чем проблема, Синан? В чем? Я не могу сказать. Но не ты. Ни в коем случае не ты. Папа. Конечно. Как он убедил меня в своей лжи? Я спрошу с него за это. Блин, они поселились в центр моей жизни. Я такую любовь. Кто это, Экрам? Человек, который обманул нас в перевозке. Половину суммы он припрятал. Хорошо. Ты вовремя его привел. Я и так был не в настроении. Я искал что-то, чтобы отвлечься. Блин, ты не слышал, что у нас... У нас нельзя воровать! Вставай, блин. Поднимайте его.
Послушай. Не смей отрицать. Я не люблю ложь. Поэтому скажи мне правду, иначе вовсе не прощу. Пилот. Ей-богу, все не так, как ты думаешь. Я очень нуждался. Был вынужден. И в чем же была эта нужда, а? Ты купил хлеб домой за 500 000? Я знаю этого типа, пилот. Девушки, азартные игры, все есть у этого говнюка. Да нет. Он не может иметь к подобному никакого отношения. Смотри же, на пальце у него обручальное кольцо. Он женат, сынок, женат. А, женат. Но каждую ночь он женат на разных. Это так? Нет, пилот. Я жене никогда не изменял. И не стану. Молодец. Молодец, молодец. Видат, смотри, ты наклеветал на человека. Он оказался верным. У этого говнюка нет верности ни к кому, пилот. У этого урода жизнь одна ложь. В нем есть что-то от охотников на беженцев. Он и предает, и насилует маленьких девочек, урод. Это так? Нет, брат, ничего такого, ничего подобного. Видат лжет? Сначала спасем деньги, пилот. Ты не лезь, Видат. Смотри на меня. Сынок, не бойся. Видат тебе ничего не сделает. Я здесь. Ты лишь скажи мне правду. Давай, скажи мне. Видат лжет? Конечно, лжет, брат. Это все клевета. Видат лжет. Лжет, брат. Пилот, не делай. Ты не вмешивайся. Блин, Видат тебе что, должен, чтобы врать? А? Тебе совсем не было стыдно, насилуя маленьких девочек? Посмотри на врага народа. Глядя в глаза, мне врет. Забрали бы хотя бы деньги сначала, пилот. И чего мы этим добились? В этой жизни есть вещи важнее денег, Видат. Бесчестный ублюдок. Камера? Есть еще кто хочет пойти в туалет? Потом меня не заставляйте. Подойди. Эмрах, как прошла встреча? Хорошо, учитель, нет проблем. Пусть все останется в прошлом. Спасибо, учитель. Слышь, малой, налей чаю. Хорошо, брат.
Возьми, учитель. Выпей горячий. Эй, малой, неси этот чай сюда. Брат, я налил это учителю Али. Я тебе другой налью. Неси этот чай сюда. То, что я хочу, мое. Отдай этот чай. Учитель, считаешь свои дни? Правда, говорят, считанные дни проходят медленнее. Но ты и так не сможешь досчитать до конца. Брат, Балатлы. Балатлы. Чего стоишь, блин? Балатлы. Балатлы. Брызгай, брызгай. Балатлы. Охрана! Балатлы. Балатлы. Охрана! Охрана! Балатлы. 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 Охрана! Балатлы. Балатлы. Балатлы, брат. Брат, приди в себя. Балатлы. Охрана! Балатлы, приди в себя. Дуйгу, я испугалась. Думала, что-то сломалось, дочка, тише. Посмотри на меня. Вы с господином пилотом поругались. Что происходит, боже мой? Утром одна, вечером другая. Что с этой девчонкой, я не понимаю. Что такое? Чего опять возишься с Дуйгу? Не вожусь? Эти, кажется, поссорились с господином пилотом. Поэтому немного нервная. Значит так? Разве не ты говорила, что они хорошие друзья и, кажется, встречаются? Что случилось? Ладно, говорила. Это современная молодежь, Ильхан. То ссорятся, то мирятся. Готовься. Мне кажется, скоро господин пилот сделает предложение нашей дочери. Вот увидишь. Эмрах, я знаю, что ты не спишь. Потому что никто, если, пытаясь убить одного человека, убьет другого, спать не сможет. Послушай, если ты скажешь, кто тебя вынудил, ты продолжишь жить. Твоя семья в наших руках. Ты убьешь Али. А если не убьешь, твоя семья в наших руках. Они умрут. Если что-то пойдет неудачно, скажешь, что это сделал пилот. Кто? Пилот. Молодец. Человек по имени Пилот. Пилот? Зачем пилоту хотеть меня убить? Оказалось, что его любимая любит тебя, учитель. Он не смог это переварить. Поэтому сказал, что все узнают, что значит совершить ошибку по отношению к пилоту. Перед тем, как убить, сказал передать привет от пилота. Угрожал мне семьей, учитель. Я был вынужден.
Пилот. Новости плохие, Уигар. Али снова приземлился на 4 лапы. Ну уж нет. Что случилось? Он увидел яд в стакане? Что-то типа этого. Чай выпил другой. Этот человек сформулированный, Уигар. Будто вокруг него есть щит, оберегающий его. Но с нами он не сможет связаться, не так ли? Нет. Как ты и сказал, мы все пути обставили ловушками. Али будет идти к пилоту. Они повоюют. И теперь уж кто выйдет живым? Али. 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 Господи, пожалуйста, не забирай меня, Али. Севда. 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 Господи, пожалуйста, выведи Севду из моего сердца. Умоляю тебя. Я не смогу жить, любя чужую жену. Не смогу жить. Пилот? Да. Куда ты, брат? На склад? Склад? Какой склад? Соберу оставшиеся. Отправим людей. Нити не видят. Я сделаю. Нет, ты сейчас столкнешься с учителем Али в районе. Из-за этой девушки будет проблема, я поэтому говорю. Пусть будет. Пусть будет. Когда мы убегали от проблем, Ведат. Не надо, брат. Ты сыпешь соль на рану и потом говоришь, что плохо. Не ходи в район. Что мне сделать с душой, Ведат? Пойти на свалку выбросить? А? Эти дела не так делаются. Если огонь, то огонь. Если драка, то драка. Мы ни от чего не убегали и не будем убегать. Давай. Пусть этот учитель Али окажется передо мной. Я тогда устрою. Учитель Али, вы готовы? Учитель, пусть останется в прошлом. Счастливо. Пусть Бог убережет тебя. Спасибо, брат Юнус. Спасибо. Пусть Бог спасет. Пусть останется в прошлом. Пусть Бог спасет. Пусть Бог спасет.
В этот раз и правда. Станешь без лжи и обмана, не оставшимся на пути, спутником, свидетелем каждого моего мига, единственной хозяйкой моего сердца. Ты выйдешь за меня всегда? Что ты здесь делаешь? Молилась, чтобы ты умер. Севда. Для человека, который так желает тебя, как я, под одной крышей, в одной комнате, не иметь возможности даже прикоснуться к руке, знаешь, что значит? Почему ты не понимаешь, как велика моя любовь к тебе? Не понимаю. И не хочу понимать. Если даже ты будешь проклятием для твоей жизни, я — награда твоей жизни. Ты поймешь, это рано или поздно. Завтрак готов. Брат-пилот, учитель Али сегодня выходит из тюрьмы. Если хочешь, пойдем вместе встречать, он очень обрадуется. Столько всего наговорил, и в итоге сидит под носом. Человек не может уговорить свою душу. Что я тут делаю? Сейчас возьму и выстрелю в сердце. Получил, что заслужил. Привет. Привет. Вчера мы не смогли поговорить. Как ты? А как еще? Борюсь с ненужными ветвями внутри себя. Хорошо. Если бы затянулось еще больше, было бы сложно отрезать. Еще больше? Моя душа стала лесом, я перед собой не вижу. Человек в такие моменты ищет, кого бы взять за руку. Того, кто покажет путь. Того, кто вытащит тебя из леса. Знаешь, что самое плохое? Человек может наслаждаться тем, что рана кровит. Я наслаждаюсь. Да. Брат Архан ведь сказал сердцу, прекрати наслаждаться проблемами. И у меня так же. Днями спрашиваю.
Ты ничего не расскажешь. Ты сказала, что вышла замуж за Али. Потом сказала, что все ложь. И вышла замуж за Уйгара. С того дня ты совсем не улыбаешься. Ради бога, скажи, Севда. Что так мучает тебя? Стой, 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 не делай. Не надо. Знаешь, что будет, если ты нажмешь на курок? Али все равно все узнает. И убьет твоего отца. Твой отец окажется в могиле, а Али в тюрьме. А твоя мама? Синан? Что будет с ними? А? Что будет с ними? Синан захочет убить Али. Если я немного помогу, Синан убьет Али. Или Али убьет Синана. Ты не сможешь. Не сможешь, не сможешь. Учитель, я просил, но меня не пустили внутрь. Забрали то, что принес, навестить не смог. Спасибо, Хюдверди, спасибо. Спрошу кое о чем. Ты видел пилота недавно? Видел, учитель? Он заходил на склад напротив аптеки сестры Дуйгу. Я сказал брату-пилоту, что учитель Али сегодня выходит из тюрьмы. Поехали вместе встретим. Сделал так и зашел на склад. Поехали, мне нужно с ним поговорить. Я немного погуляю. Погуляем вместе. Человек, когда рассказывает, ему легче, говорят. И если расскажешь, я выслушаю. Не захочешь, буду молчать. Чувствовать, что рядом кто-то есть, тоже пойдет на пользу. Спасибо. Спасибо, но лучше я сам прогуляюсь. Хорошо, как хочешь. Пойдем вместе до угла, оттуда я пойду домой. Еще и назло делает. Мерзавец. Если тебе будет кто-то нужен, позвони, пожалуйста. Если я смогу помочь, буду очень рада. Ты всегда был рядом в мои сложные времена. И я хочу быть рядом в твое тяжелое время и поддержать тебя. Дочь Берен Дуйгу влюблена в учителя Али. Даже любовное письмо написала. Я и так знала. Где он теперь? Он был здесь, когда я ехал к тебе. Куда же он ушел? Эзги! Эзги! Я нашел Эзги! Учитель Али. Учитель Али, пусть останется в прошлом. Спасибо, госпожа Дуйгу. Вы знаете, где пилот? Недавно был здесь, вышел. Вы зачем его ищете? Или вы что-то услышали? Что услышал?
Учитель Али, мне очень стыдно перед вами. Я не хотела, чтобы так получилось. Пилот, если то, что сказал, мне сказал и вам. Я прошу прощения за него. Что, например? Обидные вещи. Пилот любит меня. Решил, что между нами что-то было. Разозлился, много всего наговорил. Случившееся не имеет к вам никакого отношения. Простите. Хорошо, госпожа Дайгу, вы не расстраивайтесь. Вы знаете, где сейчас может быть пилот? Он пошел пешком в эту сторону. Хорошо. Я поговорю с ним, все объясню. Хорошо, учитель, хорошего дня. Хорошего дня. Севда? Где ты ходишь, Тухче? Когда ты пришла, почему не сообщила, что придешь? Я только пришла. Ты видела Али? Его отпустили? Не видела. Не видела, и зачем тебе теперь Али? Волнуюсь. Севда, ты теперь жена Уйгара. Почему волнуешься за Али? Ради бога, следи за действиями. Я не понимаю, что ты пытаешься сделать. В чем бы ни была твоя проблема, поговори внутри. Мне нужно зайти кое-куда. Севда, ты пришла в надежде увидеть Али. Эзги! Эзги! Хюдаверди? Где ты была? Я искал тебя, но не смог найти. Я много бежал, но не устал. Не переживай. Хюдаверди ты бы и не смог найти. Я была за городом. За каким городом? Если бы я знал, я бы тоже поехал. Ты правда влюблен в меня? Когда я не вижу тебя, у меня все внутри темнеет. Голова кружится. Кажется, что упаду. И когда ты так смотришь, вспоминаю, Что вспоминаешь? что когда-то у меня была семья. Что были любящие меня люди. Что такое счастье? Хюдаверди, я пыталась тебя предупредить, но ты меня совсем не слушал. Я завтра уезжаю. Куда уезжаешь? Я тоже поеду. Туда, куда ты не сможешь поехать. Счастливо оставаться, Хюдаверди. Привет. Только тебя не хватало. Ты обязана все портить. Не поняла? Я тоже не поняла, как у тебя получается становиться кошмаром для каждого. Ты... Что хочешь сказать? Как бы ты это ни сделала, письмо, оставленное Али, попало в руки пилота. Из-за меня у вас с пилотом испортились отношения? Разве есть что-то, что ты не портишь, Севда?
Сначала испортила свои отношения с Али, бросила человека в тюрьму, потом испортила наши отношения с пилотом, натравила Али и пилота друг на друга. Клянусь, ты ходячая катастрофа. Прости. Присядем, если хочешь. Пилот! Что ты за человек такой? Ты разве человек, пилот? Ты человек? Говори. Следи за словами, учитель. Ты последний человек, у которого я буду учиться человечности. Я не давал еще тебе урока, пилот. Но сегодня я дам тебе такой урок, что ты на всю жизнь не сможешь забыть его. Я забыл о том, что ты сделал мне. А госпожа Дуйгу? Не произноси имени Дуйгу! Сулейман! 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 Сулейман, что случилось? Мальчик внутри меня ударил. Если он еще раз тебя ударит, ты его тоже ударь.
Пилот, если ты хочешь убить меня, то предстанешь передо мной как мужчина. Вот так подло поступать не будешь. О чем ты говоришь, учитель? Какое убийство? Это ты меня убил. В какой книге написано, что нужно забивать гвоздь в сердце человека? Что ты мне рассказываешь? Из-за какого-то недопонимания нанимаешь человека в тюрьме, чтобы убить меня. Не хватает этого. Еще идешь на пустом месте, разбиваешь сердце госпожи Дуйгу. Не произноси имени Дуйгу, учитель. Смотри, конец этого дела будет кровавым. Пилот, я думал, что ты наивный, но ты, оказывается, еще наивнее, чем сундук. Разве эти улицы, на которых ты вырос, ничему тебя не научили? Научили, научили. Стоять на ногах. Не предавать людей научили. Что самое важное, знаешь? Мужеству научили, мужеству. А тебя? Эта жизнь ничему не научила? С одной стороны, ты женишься на госпоже Севде. С другой стороны, протягиваешь руки до Дуйгу. Это по-мужски? Еще учителем тебя называют. Стыдно, стыдно. Я эту ложь, в которую ты поверил... Да прости Бог. Смотри, пилот, у меня абсолютно нет никакой связи с Дуйгу. Я всегда относился к ней как к сестре. Хюдаверди рассказал, письмо там или что. Я не видел никакого письма и не читал его. Никогда. Либо ты все неправильно понимаешь, либо настолько наивный, что веришь каждому слову, что говорят. Как так? Значит, ты с Дуйгу... Нет, говорю, пилот, нет. Дуйгу моя сестренка. Ее нет ни в сердце, ни в моем прошлом. Мы тогда неправильно поняли, учитель. Говорят же, что человеку свойственно ошибаться. Прости, потрепали тебя. Ты что ли потрепал меня? Ты сначала посмотри на свое состояние. Что за человек такой? А если бы тот человек, которого ты нанял, убил бы меня? Что, если бы я выпил этот яд? Человек сначала подойдет и поговорит. Узнает всю настоящую суть дела. Учитель, почему ты не понимаешь? Я не нанимал для тебя никакого человека. Тем более не связываюсь с ядом. Если я захочу убить человека, то предстану перед ним. И, смотря в глаза, нажму на курок. Кто тогда нанял этого человека? Откуда мне знать? Человек, который в таком состоянии захотел сделать дело, используя мое имя, либо сошел с ума, либо жаждет пули. Хорошо, а что с этим... Что с этим письмом? Кто знает, кроме тебя? Не знаю. Хюдаверди? Тукче? Уйгар. Уйгар? Прости, я сильно загрузила тебя. На самом деле это не твоя ошибка. Я попала в такую яму, что выхода нет. Что тебя так мучает? Какова причина женитьбы с нелюбимым человеком? Не обращай внимания. От того, что ты узнаешь, не будет никакой пользы. Али вышел из тюрьмы, не так ли? Вышел. Хорошо. Пусть он будет в порядке. Остальное неважно.
Ты хочешь чего-нибудь выпить? Спасибо. Я пойду. Хорошо. Легкой работы. Не тяни, пилот. Ты не идешь, это моя проблема. Поэтому Уйгар остался в живых, учитель. Так ты не решишь такую тяжелую проблему. Пилот, вместо того, чтобы поучать меня, иди и извинись перед госпожой Дуйгу. Это ты правильно сказал, учитель. Правда, будет немного сложно. Учитель? Ты понимаешь в этих делах? Что мне сделать? Что сделать? Будь искренним, честным. Пойдешь к ней, объяснишь все как есть. Только не забудь цветы, когда пойдешь. Цветы. Цветы — это хорошо. Конечно. Женщины любят цветы. Спасибо, учитель. Тогда я возьму цветы. Конечно. Учитель! Хюдверди. Учитель! Изги уходит отсюда. Уходит, оставив меня, учитель. Не расстраивайся, Хюдверди. Она вернется обратно. Правда? Правда, она вернется обратно? Конечно, вернется, Хюдверди. Если очень сильно захочешь, вернется. От сердца к сердцу есть тайная дорога. Никто ее не знает. Сестра Севда поэтому пришла в твой дом, учитель? Развелась с тобой, вышла замуж за другого, посадила тебя в тюрьму, но вернулась домой. Хорошо. Пусть Изги меня не любит, расстанется со мной, посадит меня в тюрьму, но пусть не уходит, пожалуйста, учитель, пусть не уходит. Хюдверди, 1 минуту. Что ты сказал? Пусть она не уходит, пусть Изги не уходит. Нет, мы позже это обсудим. А Севде? Где ты ее видел? Севда приходила к тебе домой, учитель. Зашла внутрь. Потом недавно я ее видел на улице. Сестра Севда не как Изги. Она всегда здесь, всегда приходит. Учитель сказал, что от сердца к сердцу есть тайная дорога. Сказал, что вернется обратно. Изги, прошу, возвращайся. Неправильно, что мы ждали, Уйгар. Али и пилот не убили друг друга. Они каким-то образом договорились. Али, не понадобится много времени, чтобы понять, что за этим стоишь ты. Нам нужно срочно уходить отсюда. Мы никуда не уходим, Сарп. Скажи охране, чтобы они не препятствовали Али. И ты не путайся под ногами, чтобы он не видел тебя. Что ты пытаешься сделать? Этот человек точно убьет тебя на этот раз. Никакая сила его не остановит. Сила у того, кто больше всех знает. А информация, которая обернет его в свечу, сделает куклой у меня. Зачем мы тогда пытались убить этого человека в тюрьме? Ты ошибаешься. Мы не пытались его убить, мы пытались его закопать. Севда и так убила его. И после этого будет продолжать убивать. Так и будет. Мертвый человек не может убить кого-то, Сарп. Я его так сломлю. У него даже не хватит сил нажать на курок. Смотри. Если ты скажешь, кто тебя заставил это сделать, то продолжишь жить. Пилот. Человек по имени Пилот. Я не нанимал для тебя никакого человека.
Тем более я бы не связывался с ядом. Кто тогда нанял этого человека? Уйгар. Здравствуй. Что ты здесь делаешь? Не хватило того, что ты наговорил? Пришел еще что-то сказать. Дойгу. Я немного не так понял. Прости меня. Просто, когда прочитал письмо... Что случилось? Что случилось, когда ты прочитал письмо? Я тебе сказала, что морально я очень устала. Что ты за человек? Что я тебе сказала? Я морально очень измотана. Я пережила то, что я не хотела бы рассказывать, и проживаю. Разве не сказала тебе этого? Сказал. Сказала, но... Что «но»? Что значит «но»? Когда ты мне сказал, что каждое начало требует жертв, что я тебе ответила? Я тебе сказала, что наконец-то смогла, сказала, не так ли? Я... Тогда не понял, что ты имеешь в виду. Тогда тебе нужно все объяснять, крича и большими буквами, господин пилот. Хорошо? Тогда слушай. Я тебе никогда не врала. Да? Когда-то я что-то чувствовала к Али. Но когда я взяла тебя за руку, когда положила голову на твое плечо, это дело было законченным для меня. Ты же этого не понял. Теперь даже если поймешь, разницы не будет. Между нами все кончено. Хорошо. Хорошо, ты права. Ты права, но когда я внезапно прочитал это письмо... Все еще письмо говорит. Все еще письмо говорит. Ты понимаешь, что мы пережили, господин пилот? Да ты вошел в мою жизнь как бизнесмен, на самом деле оказался мафиози. Потом пошел, переночевал у Тухче. А еще эта девушка-стюардесса, с которой вы вместе летали. Если будем расспрашивать о прошлом, то давай, я готова. Мне нечего скрывать. Мне раскрыть все тетради. И я перечеркнула все. Дала тебе шанс. А ты? Из-за письма с непонятным началом и концом, не поняв, не послушав меня, обвинил в предательстве. В моей жизни нет места для такого человека, как ты. Не смей больше появляться у меня на пути. Давай, пусть твоя дорога будет открытой. Дойгу. Даже если ты заставишь меня ждать у твоей двери всю жизнь, я подожду. У меня нет другого выхода, кроме как ждать твоего прощения. Почему каждый раз, смотря в твое лицо, я ошибаюсь? Почему каждый раз, когда я поворачиваюсь лицом к тебе, то разочаровываюсь, знаешь? Потому что твоя жизнь стала гангреной. Ты ни жить не умеешь, ни оживлять.
Единственное, что ты делаешь, ты ломаешь, разрушаешь, сжигаешь. Вот поэтому в моей жизни нет для тебя места. Уходи. Уходи, я тебе сказала. Уходи. Дуйгу, если я рана, то прошу, вылечи меня. Куда я пойду, кроме как к тебе? На дно ада иди. Куда хочешь, иди. Ты говоришь, что я на краю обрыва. Это ты толкаешь меня туда. Не забывай то, что если я упаду, то падать буду, смотря на тебя. Сегодня твой труп отсюда выйдет, Уйгар. Все до этого дня. Али, опусти это. С тобой мы потом будем говорить всегда. Это дело сегодня здесь закончится. Али. Али, не делай, пожалуйста. Этот ублюдок умрет всегда. А ты не будешь вынуждена жить с нелюбимым человеком. Ты думаешь, если ты убьешь меня, то Севда вернется к тебе? Да? Замолчи, Уйгар. Заткнись. Ждешь. Ждешь как никогда в своей жизни возвращения Севды к тебе. Ждешь, чтобы она попросила у тебя прощения. Ждешь, чтобы она тебе что-то рассказала, чтобы простить ее. Ждешь, чтобы все это было ложью. Замолчи. Я сказал, Уйгар, замолчи. Твой труп. Ты мечтаешь попусту, учитель Али. Севда стала моей. Внутри тебя все еще есть надежда, да? Ты говоришь, что Севда вернется ко мне, а я ее прощу, да? Говоришь, как всегда может поступить так со мной. Может быть, лишь эта мысль держит тебя на ногах. Хочешь ты этого или нет? Но Севда, по собственному желанию, выбрала меня. Если даже ты меня убьешь, ничего не поменяется, учитель Али. Севда никогда не станет твоей. Давай, Севда. Скажи, расскажи. Али, умоляю, опусти это. Давай, Севда. Расскажи, женушка. Каждый день я нахожу что-то новое, что привязывает меня к тебе, Севда. Я нашел секретный сейф. Несчастный человек даже после смерти помогает мне.
Али, ради того, чтобы отомстить за сына, убил более 10 человек. И документ, свидетельствующий об этом, у меня в руках. Теперь, если Али придет сюда и попытается мне что-то сделать, ты скажешь ему, что любишь меня. Я не смогу. Не смогу. Сможешь всегда. Сможешь. Скажешь ему, что ты моя жена и любишь меня. Иначе я засажу его в тюрьму. До конца жизни он не сможет выбраться из этой дыры. Я люблю Уйгара. Прими это уже. Если будешь убивать, то убей меня. Убить этого подонка будет наградой для тебя. Вот что ты заслуживаешь. Живи с этим. Дочка, что случилось? Что этот человек хочет от вас? Почему не отстает от вас? Дочка, вы не должны были забирать жалобу обратно. Ему надо было посидеть там, чтобы мозги на место встали. А если кому-то надо сидеть, так это тебе, папа. Из-за того, что ты не понес наказание за свою вину, теперь мы за нее отвечаем. Встань отсюда. Почему ты снова идешь за мной? У меня нет другого выхода. Почему? Например, ты можешь пойти найти что-нибудь и прийти мне сказать какие-нибудь глупости. Иди посмотри, поищи. Может, в начальной школе я кому-нибудь письмо написала. Дуйгу, пожалуйста, прости меня. Может, нам забыть это все?
Это не то, что можно забыть. Я так зла на тебя, что я даже послушала тебя, когда ты пошел и остался дома у этой женщины. Эта женщина на следующий день пришла, попросила у меня таблетку. Я спросила у тебя. Я же поверила в то, что ты сказал, не так ли? А почему ты так поступил со мной? Неделями, месяцами ты бегал за мной. Говорил, что умираешь от любви. Ты сказал, что у тебя нет никаких ожиданий от меня, лишь попросил стоять рядом со мной. Но потом ты в первый же момент обвинил меня в измене. В моей жизни нет места для такого человека, как ты. Уходи. И чтобы мои глаза больше тебя не видели. Дойгу, я тебя действительно очень полюбил. Я сыта по горло грехами, совершаемыми под предлогом любви, господин пилот. Если будешь любить, то люби как мужчина. Любовь не делает ни один грех невинным. Теперь уходи. Смотри, если уйду, если оставлю тебя, то побегу к смерти. Если ты снова скажешь «уходи». Хорошо. Уйду. Уходи. Уходи прочь. Пусть будет так. Стой! Если я позволила тебе взять меня за руку, то значит позволила войти тебе и в мое сердце. Тебя, глупец. Если еще раз подумаешь обо мне подобное, заставлю тебя пожалеть, что пришел на этот свет. Я и так уже давно пожалел тому, что пришел на этот свет, моя Дойгу. Смотри, ради этой улыбки я готов отказаться от всей своей последующей жизни, знаешь? Якуб, добро пожаловать. Здравствуй. Где Хюдаверди? Вышел? Добраться до тебя снова, оказывается, тяжело. Где телефон? Больше не использую. Почему? Так было нужно. Ладно. Ты же рассказывал про день, когда твой брат потерял свой бумажник на районе. Да. Я посмотрел на записях камер всех, кто в тот день заходил и выходил из района. Когда ты ушел от меня, Тухчи притащилась в твое место, с чего бы это? Нет ничего. Я постоянно рассказывал ей, как сильно тебя люблю. Хотя и так всем об этом рассказываю, но... В моем словаре нет другого слова, кроме тебя, Дойгу.
Дойгу, я же остался от тебя вдали. Я чувствовал тебя словно мертвый. В таком случае больше не оставайся вдали. Нет, не останусь. Отныне, даже если умру, не останусь от тебя вдали. Дойгу, мы же теперь любим друг друга. Да? То есть, любящие люди не должны жить под одной крышей. То есть, так не будет лучше? Ты говоришь о свадьбе? Нет. То есть, я это... Нет. Нет? То есть, да. Конечно. Я об этом, о браке. Нет, господин пилот, нет. Пока еще ты не смог удачно пройти пробную часть. Особенно после твоей последней выходки, могу сказать, чтобы ты забыл про помолвку и смотрины. Ну, что поделать. Будем ждать в таком случае. Хотя я совсем не люблю эти дела с ожиданием. И даже ненавижу, но когда дело касается тебя, даже ожидание становится прекрасным. Ждать тебя. Ради тебя ждать. То есть прекрасно. И ты красива. Но если хочешь, я могу сказать своей семье, что мы пара. То есть, то, что мы вместе, что любим друг друга. Правда? Правда. Если хочешь, можем даже вместе сказать. Когда? Сейчас же, этим вечером. Можно? Хорошо. В таком случае мы сделаем это. Вставай, мы уходим. Стой, 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 успокойся. Не так уже быстро. То есть, не лучше, когда такие дела делаются быстро? Не настолько же. Я и так уже немного проговорилась маме. Если хочешь, можем сходить к нам, чтобы выпить кофе. Можно. Кофе, выпитый с тобой, словно заказан прямиком из рая. Давай, ешь свою еду. Ем. Дядя Ильхан, Слушай, Тукче. добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу сказать вам кое-что. Говори. Не знаю, как сказать. Даже не знаю, правильно ли это, что я делаю. Но Дуйгу и моя подруга. Я не хочу, чтобы Дуйгу пострадала. Дочка, скажи уже нормально то, что хочешь сказать. Это... Вы же знаете пилота. Да? Этот человек мафиози. Что? Моя мама тебя очень любит, по какой-то причине. Но нельзя сказать, что твоему отцу я нравлюсь. Он же отец девушки. Из-за этого. Ну да. Это так. Хотя, если бы он знал, какой счастливой я сделаю его дочь, тогда и он полюбит. Господин пилот, кажется, ваша система торможения совсем испортилась. Попрошу вас некоторое время не говорить об этой теме со свадьбой. Конечно, конечно. Как скажешь. Как прикажешь. Но в конце концов, человек хочет, чтобы влюбленные воссоединились. Пусть медленно хочет. Человек ничего не понимает в пути, который преодолевает быстро. Медленно и терпеливо нужно двигаться.
На каждом шагу думая, правильно ли он делает свои шаги. У меня нет другой правды, кроме тебя, Дуйгу. И другого пути, кроме тебя, тоже нет. И цели тоже. Судя по всему, этот поцелуй совсем испортил твои мысли. Ты не можешь собраться. Может, встанем? Можно. Встанем. Пойдем. Можно подойти? Клянусь, я говорю правду, дядя Ильхан. Но прошу, пусть не услышит, что я сказала вам. И моя жизнь окажется в опасности. Человек, в конце концов, мафиози с оружием в руках. И вообще, что Дуйгу может делать с таким человеком? Отец звонит. Алло, слушай, отец. Алло, Дуйгу. Ты где, дочка? В пути, еду домой. И господин пилот рядом со мной. Хорошо, хорошо. Очень хорошо, что он рядом. Приходите вместе. Хорошо, отец. До встречи. Доброй ночи. Что сказал? Сказал, хорошо, что господин пилот рядом. Приезжайте вместе. Ну да, конечно. И он понял, что я правильный человек. Что такое? Твой пульс начал вдруг учащаться? Твое давление снова повысилось? Нет, я просто немного почувствовал себя странно. Как странно. Не знаю. То есть, я впервые знакомлюсь с семьей девушки, которую люблю. То есть как? Раньше ты никогда не знакомился с семьей любимой? Нет, я никогда... Дуйгу, я до тебя вообще не знал, что такое любовь. И даже не верил, клянусь тебе. Я говорил, как человек может следовать за одним чувством, схватившись за него? Как можно строить свою жизнь на нем? Но оказывается, это возможно. Ильхан? Ильхан, дорогой, почему здесь стоишь? Кричала сверху, ты совсем не отвечаешь. Что бы я тебе ни говорил, ты не слушала. Ты постоянно шла мне наперекор. И ты ответственна за это, не забывай. Ты ответишь за это. Что ты говоришь, Ильхан? Что случилось? Что произойдет? Человек, которого ты собираешься обнять в качестве зятя, оказался мафиози. Что? Да. Я начал распознавать личности, но таким образом займет время. Может, попросим помощи у господина Курта? Нет. До сегодняшнего дня его помощь ничего не сделала в поисках моего брата. Он и так находится за границей. Сколько фотографий осталось? 5. Почему они у двери? Может, с улицы шли? Дуйгу, может, не будем сразу говорить? Чтобы они потом не сказали ничего от неожиданности. Я боюсь, что они не примут меня. Почему им не принимать тебя? Оставь это на меня. Давай. Доброго вечера, господин. Чем ты занимаешься? Отец? Молчи. Чем ты занимаешься?
Это... Не смей крутить во рту. Не придумывай мне сказки. Я задал тебе четкий открытый вопрос. Ответь на него. Чем ты занимаешься? Ты мафиози? Интересно, я узнаю брата, если увижу его? 20 лет прошло. Эти либо слишком пожилые, либо слишком молодые, Якуб. Они не подходят под описание брата по возрасту. Стой. Осталась последняя. Посмотри еще на эту.